Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные старинные гадания из Турции. Мои дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так: люди и обстоятельства на вашем жизненном пути. Если тема интересна, приглашаю всех присоединиться к гаданию. Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос: какие люди и какие обстоятельства повстречаются на моем жизненном пути? Надеюсь, вы настроились на гадание. Я убираю Назар и начинаю для вас гадать. Попрошу я для начала высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и дать вам всю ту информацию, которая для вас важна, нужна и необходима прямо сейчас. Итак, какие люди и обстоятельства повстречаются на вашем жизненном пути? Так, ну что, мои дорогие, по большей части я вижу, что люди у вас на будущее идут хорошие, но при этом вижу, что были у вас на вашем жизненном пути и люди такие, знаете, крюки, которые создавали вам очень острые ситуации, болезненные где-то даже ситуации, но, слава Богу, скажем так, это уже в прошлом, либо вот-вот в прошлое отойдет. Вижу у вас человека какого-то особенного. Вот он, этот человек, он не оставляет вас в покое, да, какая-то привязка к нему сильная идет. И многие вот девочки, женщины, мужчины, кто смотрит, да, не понимают, почему я не могу забыть этого человека, почему так сильно привязана, и что с этим делать, да, почему так все происходит. Честно скажу, здесь такая ситуация идет, да, что вы к этому человеку на самом деле-то особо и не привязаны. Вы до сих пор на этого человека почему-то надеетесь, да, как будто бы надежда идет, как будто бы этот человек, вот думаете, что дорога будет. Да? Но смотрите, дорога-то на самом деле перекрытая. Между вами стена. Стену это уже не разрушить, не перейти. Вот тот человек из прошлого, забудьте о нем, да, отпустите и забудьте. Идите в будущее, смелее, вперед, и будет вам большое счастье. Так, что у нас еще тут? Еще есть человек, либо, кстати, это может быть как мужчина, так и женщина, который, вами пользуется, честное слово, до сих пор пользуется. Этот человек у вас в горизонте, в ногах, но тем не менее он все равно вами пользуется. Не знаю, тут как будто, может быть, даже энергией вашей пользуется, может, даже ресурсами вашими пользуется. И даже у кого-то может быть момент, что человек вот именно это втихую, да, подворовывает. Вы даже об этом не знаете, либо не догадываетесь. А кто-то знает, кто-то догадывается, но говорит, это там близкий, родной человек. Что я могу сделать? Да, я должен там, либо должна тащить на себе. Мои дорогие, вот это деструктив, это ошибочная реакция, ошибочные слова, ошибочное мнение. Вот так делать не нужно. Этого человека нужно от себя отсоединять, понимаете? Хватит. Этот человек достаточно взрослый, самостоятельный и может о себе позаботиться. Если вы будете вот так на себе тащить, так всю жизнь поедет на вас, понимаете? Вы теряете сами, вы теряете свою энергию. А энергия — это наше здоровье, это наше достижение, это наше исполнение. Вы сами как будто бы блокируете себе этот путь. Я не знаю, этот человек вас конкретно с двух сторон двумя крюками держит. Подумайте о том, как вы можете от этого человека, может быть, не сразу, может быть, постепенно, но вам нужно от него отсоединяться. Так, на будущее я вижу у вас людей только хороших, людей, которые к вам с пользой, которые к вам, с каким-то делом. Смотрите, я вижу у вас в будущем собственный дом, ваш дом, где вы живете. И в этот дом, во-первых, там есть люди, которые вот семья, мама, папа, там дети, там как родственники, да, полный дом и много людей в этом доме. Это может быть как и ваша семья, так и, например, семья, в которую вас, взяли, скажем так, да, в которую вы вошли. Этот дом, он счастливый дом, он полный, он состоявшийся. И в этот дом входят только хорошие люди. Понимаете, люди с чистым сердцем и с любовью входят. И этого всего вы добьетесь сами. Вы сами своими руками должны почистить свое окружение.
Сейчас, на данный момент, я вижу, что вы не отпускаете человека, который, ну, где-то накосячил, честно, он какую-то боль вам причинил, какой-то вот, но осадок, у вас осадок, у вас с ним недосказанность есть. И вы вот все время ждете, что этот человек вернется. Кто-то ждет, чтобы там, например, высказаться, да, а кто-то ждет, чтобы простить и заново начать отношения. Честно, не ждите. Я вижу, что перегородка есть, вы не пойдете. И еще вот этот человек, который с вами, ну, у вас, грубо говоря, на шее сидит, да, по-другому я не скажу, потому что именно так это и происходит. От этого человека тоже нужно как-то отгораживаться, либо, ну, отсоединяться, воспитывать этого человека, да. Этот человек не несет вам позитива, да, ему с вами хорошо, потому что он от вас питается, но вам от него вот реально и тяжело, и плохо, да, и дела не ладятся, и по здоровью могут быть проблемы, потому что, ну, энергетическая подпитка, да, вот энергия уходит, все, вот как ни крути, на здоровье сразу стреляет. Так, еще я вижу у вас человека, который манипулятор. Манипулятор, причем такой жуткий, он тоже у вас в ногах, тоже в горизонте лежит. От него тоже нужно избавляться, тут даже вот от него даже нога идет. Это манипулятор, который прям всегда пытается вами проманипулировать. Возможно, кто-то понимает, о ком я говорю, кто-то прям, знаете, это очень яркий человек, он не прячется, он не скрывается, он прям действительно прогибает. Когда-то вы, скорее всего, поддались этому человеку, потому что, ну, скажем так, этот человек вот как-то подвел вас к этой мысли, к этой идее, может, там нервничал, психовал, и вы, чтобы там не провоцировать каких-то скандалов и неловких моментов, вы просто вот решили: окей, я буду делать, как скажешь, я буду тебе подчиняться, главное, чтобы тут не бузил, скажем так. Но этот человек, он тоже, понимаете, не несет ничего полезного. От него только какие-то расстройства до переживания происходят. Да? Возможно, это человек, который там может забежать в ваш дом и сказать: ой, а ты знаешь, вот там все так плохо, надо там бежать, собираться, уезжать, не знаю, там катастрофа, происшествие. И пытается все время вас куда-то втянуть, в какие-то нелепые обстоятельства, в чужие дела, в чужие вопросы. И вас порядком этот человек уже, ну, честно, утомил и кого-то очень сильно даже раздражает. Нужно тоже с этим человеком вам как-то развязываться, потому что, ну, вот эти люди, они у вас в горизонте, они вас отягощают, они не дают вам выйти в то состояние, которое вам, скажем так, предписано, да, предписано высшими силами, в ту любовь, в ту нирвану, которая вам обещана, понимаете? А здесь еще момент, вот, кстати, на будущее. Понимаете, вот ваше будущее, вот это большое сердце. Вот оно такое, да? В этом сердце два дома, да. Один дом — это ваш личный, собственный, там, где вы живете со своей семьей. И второй дом — это дом ваших усилий, вашего достижения. Вот вы сами себя делаете в этом втором доме. То есть здесь однозначно это, скорее всего, либо ваша работа, либо ваше увлечение, либо ваше увлечение, которое станет работой. Здесь вы достигаете такого состояния, что вот вода с двух сторон течет, да? Не с одной стороны, то есть как бы одно дело, да, с двух вы полностью удовлетворены своим делом, своей работой, своим хобби, увлечением, что вот у вас будет. Вы там станете вот как мастером, как успешным человеком. Вот такая идет ситуация. Но это именно работа, увлечение, хобби. Вот такая ситуация. Два момента у вас в будущем. И это вас радует. Две ситуации. Так, ну, над вами звезда, это замечательно. Звезда у вас, правда, пока не пятиконечная, да, не классическая, но тем не менее она уже прорисована, да, то есть исполнение придет, нужно дождаться. И видите, вот этот бугорок такой, знаете, закрытый, он означает контроль и наблюдение высших сил за вами. То есть вот так вот идет. Так что вы без присмотра не остаетесь. Так, давайте смотреть еще, что нам песок расскажет. Что нам расскажет песок? Люди, обстоятельства, что у вас пойдет. Так, ну что я хочу вам, мои дорогие, сказать. Вы человек хороший, вы человек просто замечательный, и терпение у вас какое-то просто ангельское. Есть, конечно, я вижу тут бесячие моменты, касаются они, может быть, и не только людей, но и обстоятельств, ситуаций, да, вот ситуативные, да, вот есть вещи, которые вас очень сильно раздражают. Но вы вот терпите, вы держитесь и пытаетесь вот идти дальше. Так, мои милые, что я хочу вам сказать по обстоятельствам. Те, кто не в браке, те, кто вот, ну, скажем так, встречаются, например, да, вот здесь вышло кольцо.
Видите, кольцо? Это кольцо придет в вашу жизнь, но немножечко позже, чем вы там себе думаете и планируете. Эта ситуация вас будет реально раздражать, очень раздражать. Почему он тянет? Почему не делает мне предложение? Вот поверьте, у вашего человека есть на то причины. Причины очень объективные. Они касаются, скорее всего, наверное, каких-то материальных вопросов, плюс какая-то вот у него ответственность тут есть, да, вот он очень ответственный человек, и он действительно все просчитывает, все продумывает. Кольцо у него в кармане, вот он сам вышел, и кольцо у него в кармане. Если вы человек, который, одинокий, например, нет у вас половины пары, то вот он мужчина, который к вам идет с кольцом, он идет. Вас эта ситуация бесит, что его сейчас нету, что как-то долго, вам кажется, что долго. Я вам скажу, вот что я вижу в песке. Я вижу, что всему свое время. Спешить в этом деле не надо. Вы на данный момент, например, не готовы. Да? Вы еще как бы не готовы к тому, чтобы вот случился у вас брак. Да? Может, вы этого человека испугаетесь. Может, вы сама себя испугаетесь. Либо сам себя испугаетесь. Но кольцо есть. Кольцо в кармане, оно присутствует. То есть вот это обстоятельство, как ни крути, оно очень успешное. Что касается вашей семейности. Честно скажу, я вижу ваше дерево, но оно какое-то вот такое, знаете, немножечко как ущербное идет, да, как будто бы его там придавили. Это дерево вашей жизни, вашего рода. Весна придет. И новые веточки вырастут, им будут новые листики. Это все случится. Дайте время. Я, честно скажу, я вижу, вы спешите. И вас очень сильно раздражает то, что нужно ждать. Вам не нравится ждать. Вот как ни крути, вот не любите его ждать, не для вас это. И из-за спешки вы можете попадать в какие-то неловкие, скажем, ситуации и обстоятельства. Смотрите, у вас вот в судьбе идет два момента. На данный момент вот этот листик, да, тут два листика, один полный, другой, вот как, знаете, как с ущербным каким-то вот рисунком. Вы, когда вы спешите, вы почему-то вот, прям торопитесь, да, и все у вас вот все как впустую идет, да. Когда вы не будете торопиться, когда вы доверитесь судьбе, когда вы пойдете вот, знаете, дорогой, скажем так, пусть долгой, но тем не менее не будете спешить, да, вот вы подумаете, я не пойду коротким путем, я буду идти пусть долго, но я достигну своей цели. Тогда, конечно, листик будет полный, очень красивый, понимаете, очень красивый. Вам нужно стремиться именно к тому, чтобы убирать спешку из своей жизни. То есть спешка для вас вредна. Вот те обстоятельства, которые я у вас вижу, вот если вы спешите, то они какие-то раздражающие идут, да, они как бы, не во благо. Смотрите, даже если так посмотреть, вот половник, да, и он пока пустой, да, он пустой, и вот как перспектива только на него идет. Поэтому спешить вам не стоит. Пожалуйста, остановитесь, немножечко сбавьте темп. Иначе вот так и будет у вас, знаете, как вы вроде вкладываетесь, да, а ничего не приходит. Так, мои дорогие, что я еще хочу вам сказать? Здесь именно уже пошли у нас обстоятельства, и эти обстоятельства мне говорят о том, что поддержка есть, люди есть, которые готовы вас поддерживать, которые готовы вам помогать. Но вы почему-то все время как одиночка идете. Вам почему-то сложно людям доверять, сложно людям открываться. И, может быть, боитесь, может быть, действительно считаете, что там люди, может, не от чистого сердца. Но я у вас вижу хороших людей. Вот реально вокруг вас хорошие люди, вот особенно вот в будущем, которых вы будете встречать. Все просто замечательные, и все именно к вам сердечно тянутся. Позвольте новым людям, которые входят в вашу жизнь, участвовать в вашей жизни, помогать вам в чем-то, и будет вам большое благо и большая радость. Так, мои дорогие, здесь у вас вот прям главный посыл идет, это именно по спешке, и потому что два человека, вернее даже так, три. Один у вас из прошлого, которого вы не забываете, второй человек это тот, который манипулятор, и третий человек это тот, который абьюзер. Убирайте эти связи, и еще раз повторюсь, будет большое счастье. Тем, кто одинокий, вот человек с колечком, понимаете? Тем, кто ждет предложения, колечко уже есть. Да? Дайте время человеку собраться силами, и предложение вы свое получите. Достижения я у вас увидела, счастливый дом я у вас увидела. Желаю, чтобы поскорее все это у вас и случилось. На этом мое гадание закончено. Если гадание понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, пишите комментарии. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.